У абхазских школьников появилась прекрасная возможность освоить техническую профессию и разработать нечто новое своими руками. Суть проекта «Технонаставничество» заключается в проведении профориентационной работы в школах с целью направить учеников школ на выбор технических специальностей. Студенты профильных технических факультетов НГТУ и агроинженерного факультета АГУ выступили в роли наставников для учащихся школ. Цель – сориентировать школьников на выбор более технических специальностей. Вы знаете, что это сегодня востребовано для Абхазии. Поэтому целью этого проекта было внушить школьникам, объяснить, чтобы они мотивированно выбирали инженерные специальности. Работу проводили технонаставники, студенты НГТУ и Абхазского государственного университета. Они работали со школьниками, рассказывали, каково быть инженером, помогали им и демонстрировали различные макеты. Наиболее заинтересованные школьники, из них были сформированы команды в школах, и сегодня у нас состоится защита проектов. За весь период работы география проекта охватила все 7 районов Абхазии. Инженерные компетенции освоили более 800 школьников из 24 образовательных школ республики. Как отмечают технонаставники из Новосибирска, работа со школьниками была очень увлекательной. Ведь ребята с большим удовольствием предлагали идеи и пути реализации к ним. Мы их курировали в плане того, как им реализовывать их проекты, как делать какие-то детали, какие-то инженерные такие технические задачи, которые они решали. Я бы выделил, наверное, механоруки, которые они делали, эти вот робоманипуляторы, над которыми работали дети. В принципе, каждый проект получился очень неплохой, все старались, и мы рады, что у них что-то получилось. Ну, было тяжело работать дистанционно, то есть, что нельзя приехать, поговорить с ними вживую, поработать руками, помочь чем-то. Да, в меру своих способностей каждый из наших наставников смог им помочь в чем-то, подсказать, решить их проблемы с материалами, с производством. Они смогли это сделать. Сегодня в рамках мероприятия состоялась защита проектов, выполненных школьниками за 2 месяца. 8 команд со всех районов Абхазии представили свои работы. Один из наставников из Абхазии, Денис Рождественский, добавил, что перед мероприятием коллеги из России рассказали, как проводить мастер-классы, как правильно общаться со школьниками. В общем, они прошли курс технонаставничества, чтобы иметь квалификацию для работы с подростками. Он также добавил, что самым увлекательным было именно общение. По мне, наверное, роборука. Они прям выкрутились, придумали, как ее реализовать из материалов, которые под рукой. Вообще материалами предлагали именно, идеи, может, подкидывали какие-то, но они в основном сами как-то искали. Весь процесс, наверное, волновался, потому что это разговаривать, это как-то надо впечатление произвести хорошее и вообще, чтобы заинтересовать их, это самое главное. Мы также спросили учащихся об их впечатлениях в работе над проектами. Ребята с большим интересом рассказали, как прошли к выбору той или иной темы и как проходила работа над ними. Интересовался вообще агроинженерикой, так нам учителя предложили, наш наставник приехал к нам в школу, и получается уже после этого нам сказали, можете выбрать одно из 3 направлений. То есть мы выбрали ветрогенератор, так как посмотрели, что это более перспективная работа с электроэнергией, и учтили тот факт, что в Абхазии есть конкретные проблемы с электроэнергией. С помощью наших наставников мы все-таки справились с этой работой, и после того, как мы собрали ветрогенератор, они дальше начали продолжать нам помогать с проектом, с презентацией и так далее. Мы создали роборуку, потому что посчитали ее с самого начала более такой интересной и которая больше всего нужна людям. Также посчитали ее самой сложной и решили не искать легких путей. Сначала мы ее собирали полностью из подручных средств, там лего, где-то изоленты, такое все, чтобы проверить, как она будет работать и понять все механики. Далее уже воспользовались там 3D принтером и распечатали детали. Одно из таких, можно сказать, сложных, это было само программирование. Тут была плата Arduino, которая сама по себе хорошая, в ней можно добавлять разные функции, если над этим поработать. Есть сервоприводы, которые отвечают за механизм работы. Мы взяли
через телефон, через Android начали программировать и запрограммировали так, что эта рука может работать и функционировать. Сегодня школьникам удалось не только защитить и представить свои проекты, но и прослушать лекции от ведущих специалистов из НГТУ, а также познакомиться с агроинженерным факультетом Абхазского госуниверситета. Алиса Адлиба, Инала Гухава, Абаза ТВ.